Сейчас 2 января, и я иду справлять свой день рождения одна. Я родилась в самый холодный месяц зимы, в январе. Говорят, что сегодня новолуние. Но, к сожалению, сейчас у нас в городе сплошные туманы и ничего не видно. В городе до сих пор спускаются лютый, и это очень классно. Решила справить свой день рождения поблизости, и поэтому я поеду на автобусе. Всего лишь одна остановка. На улице почти никого. Ну, конечно, после Нового года все валяются дома и смотрят Гарри Поттер. Я недавно заказала много шапок, и сейчас я пробую вот эту вот балаклаву. Мне комфортно и очень тепло. Я очень редко выхожу из дома и хотела выйти из зоны комфорта и выбрала первый попавшийся бар. Каждый свой день рождения я отмечала в кругу родственников, и в этот свой день рождения я решила отметить только в своей компании. Как говорила в прошедшем видео, я не чувствую себя взрослым человеком, будто я застряла в своем детстве, и такое ощущение, будто я не переросла свои детские взгляды, а может так и должно быть, и мои взгляды не должны меняться. Я решила в этот год быть смелее и покончить в этом году со своими психологическими проблемами. Также я всегда стеснялась говорить на камеру при людях и хотелось бы ощущать себя увереннее. Обычно я не люблю выходить из дома, тем более заказывать еду в кафешках, так как я тут еще скупой человек, мне легче заказывать еду дома, либо самой приготовить. Когда я училась в школе, я хотела стать телеведущей, и, возможно, это также заключается в недостатке внимания в детстве. Об этом я рассказывала в прошлом видео. Сейчас справа в верхнем углу появится подсказка. На самом деле я хотела стать ветеринаром, но однажды моя сестра засмеяла мою детскую мечту, и я как-то стеснялась говорить об этом уже в будущем. Когда я оканчивала школу, мне говорили, что я всю жизнь буду работать по специальности, и я совершенно не хотела работать всю жизнь телеведущей, либо журналистом. Я спросила совета у тети, и она посоветовала поступить на экономиста, так как он затрагивает много профессий. Получив 2 высших образования, экономиста и финансиста, я не работаю по образованию. Зато я устроилась в хорошую компанию, и меня сейчас все удовлетворяет. Я все чаще задаюсь вопросом о том, что меня ждет в будущем. Я часто гонюсь за чем-то, и я не уверена, что мне это надо. Например, я смотрю в Инстаграме события разных людей, и мне точно хочется такого же, но я не уверена, что мне это действительно надо. Как и у многих людей, существуют комплексы, которые были привиты с детства, такие как сравнивание себя с кем-то более успешным. Я понимаю, что все люди разные, но есть такое противное и противоречивое ощущение, и я не знаю, как это все прекратить. В этом году я ставлю себе такие цели, как принять себя, быть увереннее и не забрасывать начатое. Благо, я работаю в хорошей компании, у нас есть ДМС, и я могу бесплатно пообщаться с различными психологами, если у меня возникнут кое-какие барьеры. Ну, вот так вот заканчивается мой поход в бар, и я иду домой. Я очень стеснялась говорить на камеру при людях, и я вообще не ожидала, что сегодня будут вообще люди в каких-либо кафешках или барах. Вот. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Хотела бы сказать, что это стрёмно идти домой в тумане вечером. Больше так делать не буду.